Юра, добрый день. Добрый день. Сегодня 5 лет, как с нами нет Прасковьи Ивановны Чисталевой. Время бежит. Про Прасковью Ивановну Чисталеву мне рассказала в 1975 году Мария Дмитриевна Корычева. Ты был в Комсомольске и был знаком с ее мужем Михаилом Андреевичем. Ну-ка, напомни, как характеризуется Мария Дмитриевна. Мария Дмитриевна – классный руководитель в 10 классе. Корычева Мария Дмитриевна. Мария Дмитриевна родом из Нюрчима, земли Коми. Выросла в большой многодетной семье. Она была благодарна родителям, давшим билет в счастливое будущее. Ее отец писал с фронта: «Каждый день мы ходим по краю земли». И не вернулся. Погиб. Целеустремленная, энергичная, она закончила Сыктывкарский государственный педагогический институт, получила специальность учителя истории, русского языка и литературы. Это была веселая, красивая девушка с длинными косами, постоянная участница концертных программ в местном клубе. Необычайно счастлива от того, что находился с ней обворожительный спортсмен, который всегда был замечен на волейбольной площадке среди игроков. Михаил Андреевич – избранник Марии Дмитриевны. Хорошо бегал на лыжах, уверенно держался на коньках, учил этому и ее, свою милую, обаятельную покорительницу его мужского крепкого сердца. Так начинались их чувства, перераставшие в любовь, огромную продолжительностью в жизнь. Он тоже получил образование Грязовский техникум сельского хозяйства. Вот так, Мария Дмитриевна ушла в 2007 году. Но где-то за год, в 2006 году, либо в 2005 году, я приезжал в Комсомольск на выборы. Она пригласила меня в гости и сказала следующие слова. «Предвкушение слаще, чем вкушение. Послевкусица бывает горькой». Накормила уткой, грибами, картошкой и раскрыла мне тайну следующую, что в школе у нее в детстве семя об учительстве посеяла Прасковья Ивановна, а когда она приехала в Комсомольск в 1959 году, мама у меня уже проработала в Комсомольске 2 года, Юлия Сергеевна Слюсарева была ее наставником. Мария Дмитриевна ушла, я с Прасковьей Ивановной не был еще знаком. А получается следующее. Возьми, пожалуйста, в руку вот этот сборник. Меня познакомила с Прасковьей Ивановной. Вот мы были на Камельке. Нина Анатольевна Николаева. Вот, к сожалению, про Нину Николаеву мало что есть в интернете. Проблематично найти, потому что есть ее полные однофамильцы. Нина Николаевна – поэт очень тонкий, тонкой душевной организации. Поэтому неудивительно, что основной лейтмотив ее творчества – любовь к Богу, природе, любимому человеку, родным людям. Она поразительно тонко чувствует природу родного края и смену времен года. Вот так вот получается следующее, что Нина Николаева меня познакомила с Прасковьей Ивановной. Это прошло уже с 1975-го, 2008 год был. Да. И получается, что когда я познакомился с Прасковьей Ивановной,
Она нашла письма у Марии Дмитриевны. Мария Дмитриевна нашла письма. И в то же время я в Парасковье Ивановне увидел свою мать. Мамы моей не было уже с 1996 года. То есть получается, этот год у нас такой, 5 лет нет Прасковьи Ивановны, с 2007 года нет Марии Дмитриевны, Нина Анатольевна тоже уже ушла, а с 96 года, значит, там здесь 21, а там 25 лет нет как Юлии Сергеевны. И вот те некоторые педагогические моменты, опыты, которыми владела Юлия Сергеевна, овладела и Мария Дмитриевна. В году 2020, то есть в прошлом году, мне позвонила, я нашел свою первую учительницу, Людмилу Павловну Косых. Сейчас Безрукова. Она мне рассказала про те эксперименты, про тот опыт, который она с нами проводила вместе с Юлией Сергеевной в 1 классе. И буквально за первое полугодие после к Новому году приехали корреспонденты из Сыктывкара перенимать опыт. Но это будет в другом ролике. Сейчас я хотел бы следующее, что вот Мария Дмитриевна, пусть будет это моя версия, когда ушла в небеса, она там встретила Юлию Сергеевну и организовала петлю Небуса. Так, продемонстрирую, вот так, прокомментирую. Значит, есть точка А, пусть она будет в правой руке, точка Б, когда внешняя внутреннему. То есть, если по этой петле ходить, то получается бесконечность. Ушедшие в небеса обладают таким свойством. Теперь следующее, что объединяет помимо кудрей Прасковью Ивановну с моей мамой. Так, будь добр, зачитай, пожалуйста, про палочки бывают разные, и кружочки тоже разные. Палочки, кружочки, получаются цветочки. Зачитай, пожалуйста. Про философия нормальной, это называется нормальная психофизика нормальной славянской женщины. Это восточная мудрость. Муж – единица, 0 – жена. Так говорят. Муж – единица и 0 – жена. Так говорят. Но от того, как станут в ряд две эти цифры, все очень может измениться. Когда женой приходит в дом невестка с тактом и догадкой, она за мужем, став 0, супруга делает 10. А глупая жена пред мужем 0 становится вперед, и счет идет наоборот. И результат, конечно, хуже. Я говорю, говорю я для того, чтоб с мудростью жена с супругом жизнь деля, вела его к высоким числам, а не сводила до 0. Это философия жизни Прасковьи Ивановны и Юлии Сергеевны. То есть на моем жизненном пути встречались нормальные женщины славянской породы. Вот Прасковья Ивановна, она сделала Прометея известным. Так, теперь следующее, что Юля Константиновна Бадокина помогала издавать сборник «3 поэмы о любви». Я раскрою секрет. Вот моя мама была передо мной откровенно и искренне, как никто. И Прасковья Ивановна. Да.
Вот здесь первая поэма посвящена кому, знаешь? Юрию Любимову. Они с ним пересекались в Самаре. Вторая поэма посвящена Вячеславу Тихонову. Третья поэма посвящена священнику. Вот, и она хотела, чтобы 13-й сборник был последним сборником в ее творческом пути, поэтическом. Портрет Алексея Моисеенко, у нее висел афиша над кроватью, ты помнишь, да? Вот. Значит, Алексей Моисеенко организовал у нас в Сыктывкаре встречу с Валентином Гафтом. Мы тоже были на этой встрече. И у ней родилась поэма «Дуэт Адама и Евы». В то же время, значит, и сейчас очень многие говорят о любви. Что такое любовь? Вот я помню определение Спинозы, который сказал следующее, что любовь это есть гармоническое удовлетворение духовных, интеллектуальных и физиологических потребностей друг друга. То есть это возможность дышать, возможность двигаться, возможность питаться, выделять и уже размножаться. Клетки наши и так без нас размножаются. Здесь я благодарю Нину Новикову, которая в журнале «Вечерок» опубликовала, взяли интервью, что нет такого понятия «трудные дети». Вот такими понятиями владела и Юлия Сергеевна, и Мария Дмитриевна, возможно, и Нина Николаева, которая тоже была